Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В июне этого года в Казани пройдут Дни Якутии в Татарстане. Оба региона активно готовятся к проведению совместных мероприятий. В Якутске прошло выездное заседание Совета татарских общественных организаций Дальнего Востока. Состоялась встреча заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василия Шахразиева с якутским премьером Андреем Тарасенко. О том, как прошел деловой визит делегации Татарстана в наш регион и о предстоящих днях Якутии в Татарстане, мы поговорим с заместителем председателя татарской общины по внешним вопросам Рамилем Закировым. Рамиль Габдулбариевич, здравствуйте. И первый вопрос. Вы долгое время жили в Якутии, являлись депутатом Якутской городской думы. А сейчас вы являетесь представителем нашего региона в Татарстане. О намерениях более тесного сотрудничества между нашими республиками говорят давно. Какие точки соприкосновения найдены? Добрый день, Сергей. Мы подняли этот вопрос более 1,5 лет назад, год назад. Должны были провести Дни Якутии в Татарстане еще в 2020 году, в мае месяце, но пандемия внесла свои корректировки, но это не остановило нас. Мы вели конференции в Zoom, в установленном порядке продвигали наши вопросы, и на сегодняшний день можем с уверенностью говорить, что в июне все-таки пройдут эти дни, на котором самое главное будет заключено соглашение между Якутией и Татарстаном о взаимодействии. Оно было 2013 года, но потеряло свою актуальность и стало более точным, более подробным во взаимоотношениях. Там конкретно прописываются те направления, в которых Якутии и Татарстану интересно взаимодействовать, поддержка в этой области. На сегодняшний день прошла встреча между председателем правительства Якутии и вице-премьером правительства Татарстана на сегодняшний день, на котором озвучилось повторно актуальность этих моментов, важность этих моментов. И здесь хотелось бы для понимания общего, чтобы картина складывалась, что здесь ставится задача поддержка двух регионов, в том числе Якутии, вне сырьевых экспорта, поставках. Здесь мы говорим, что не стоит задача заполнить Якутию уже готовым продуктом, допустим, курицей, яйцом или еще каким-то направлением, чем богат на сегодняшний день богат Татарстан. Обсуждался на этой встрече вопросы как раз-таки оборудования, производства, какие-то дополнительные средства и прежде всего опыт, который имеется в Татарстане и опыт, который имеется в Якутии по направлениям более развитым в этих регионах. Татарстан славится своей системой образования. Какие точки соприкосновения с Якутией в этом вопросе, как вы думаете, могут быть найдены? Я думаю, более подробно профессионалы, наверное, об этом поговорят, о своих преимуществах. Мне бы хотелось дать понять студентам, которые будут поступать в этом году, в дальнейших годах, что Казань достаточно гостеприимный, очень удобный город для обучение, очень сильная система образования. Казанский федеральный университет находится, различные кафедры имеются. По стоимости проживания студента очень лояльные условия. У нас классически привыкли люди в Москву, Санкт-Петербург поступать, в Новосибирск. Мы сейчас говорим о том, что достаточно много студентов уже из Якутии учатся в Казани и в Татарстане. И им достаточно комфортно там находиться, и в национальных планах, и в языковых барьерах не существует. Поэтому здесь можно говорить, что через наш канал, через наши взаимоотношения, через наши соглашения мы можем оказывать поддержку всестороннюю тем студентам. Родители могут не волноваться за своих детей, потому что там достаточно безопасно. Эти направления мы как раз-таки озвучиваем и говорим, что Татарстан в этом плане тоже открыт для взаимоотношений. И я надеюсь, что в Татарстане будут ребята, которые желают в Якутии получить образование. Вообще существует точка соприкосновения, которую, я думаю,
будет интересно обеим республикам. Насколько известно, в Татарстане есть Иннополис, у нас в Якутии есть IT-парк. Вот с точки зрения инноваций, какие якутские проекты могут заинтересовать Татарстан? Да, на сегодняшний день отдельные соглашения между Иннополисом и городом Мирным будут заключены. Наш IT-парк и Иннополис Татарстана давно уже знакомы друг с другом, активно общаются, обмениваются технологиями. Якутия на сегодняшний день славится своими играми, да, производством игр, как персональных компьютеров, так и для мобильных приложений. Есть площадка для этого общения. Организуется круглый стол по обмену опытом в этих направлениях. И второе, что хотелось бы отметить, Якутия на сегодняшний день входит в тройку лидеров по производству кино. У нас и победы на Кинотавре, да, недавно были. И вот это направление, оно достаточно актуально, потому что используются, ну, как вы понимаете, уже новые технологии, компьютерные решения, да, многих моментов. Поэтому площадка достаточно интересная для продвижения и обмена опытом. Татарстан и Якутия достаточно крупные республики по площади, есть очень много примечательных мест. Какое сотрудничество в сфере туризма вы видите, вот, на ваш взгляд? Одна из наших конкретных задач стоит в том, чтобы на полках у туристических агентств, туристических компаний лежали предложения конкретных туристических маршрутов в Якутии, которые есть. Да, я лично о них знаю, как якутянин, очень горжусь этим, и хотелось бы, чтобы люди из Татарстана, гости из Татарстана имели возможность получить оперативную информацию, и также в Татарстане есть куда съездить. Да, поэтому здесь планируется взаимовыгодное сотрудничество. Недавно была проведена конференция в Zoom, и в Москве сейчас проходит, как раз-таки в эти дни проходит большая выставка по туристическим потенциалам. И наши две республики встретятся там и обсудят более детально эти маршруты. Вообще, насколько многочисленна татарская община в Якутии, какие мероприятия она проводит и в каких городах наиболее активны татары? В Якутии по последней переписи, да, мы можем отталкиваться от последней переписи, которая была в 2010 году. Согласно переписи 8102 человека проживает татар в Якутии. Один из основных регионов, ну, конечно, это Якутск, Алекминский район, Алданский, Нерюнгринский районы. Там достаточно сильно представлены наши земляки, да, они исторически там представлены, да, если говорить об Алекминске, допустим. Вот. Но в этом году будет перепись новая, да, посмотрим результаты апреля. Хотелось бы, конечно, в этом плане, пользуясь случаем, сказать, что если ты татарин, чувствуешь себя татарином, необходимо писать, да, в листке опроса, что несмотря на то, что говоришь ты на своем языке или не говоришь, нужно писать об этом. Вот, надеюсь, более точно покажут результаты переписи уже в этом году. Будем отталкиваться от них. Наши республики национальные, наши государственные языки восходят к тюркской группе. В области лингвистики, преподавания родных языков, может ли быть сотрудничество в этой сфере? Конечно. Я прожил в Якутии с 5 лет, утратил свой язык, да, несмотря на то, что семья у меня полностью татароязычная. Вот, для меня это важный вопрос личный. Сейчас, находясь в Татарстане, я беру курсы, уроки, да, татарского языка и считаю, что каждый, ну, Россия многонациональная и многоязыковая у нас республика, и очень важно не утерять свой язык. В Татарстане активно, ну, последние лет 5 практикуется татарский диктант. Он проходит не только в рамках границ Татарстана, а по всему миру проводится. Изначально было там участников 10, 100, 50 там, и так далее. На сегодняшний день, по прошлому году, можно сказать, что около 350 тысяч участников этого диктанта было. И задача 2021 года — 1 миллион участников татарского диктанта. Это позволяет поддерживать тот уровень знаний языка, грамотность и поддерживать свою культуру. Через язык поддерживается культура.
Дни Якутии в Татарстане пройдут в июне. Какие вообще мероприятия готовятся? Там достаточно широкие мероприятия планируются. Надеюсь, что достаточно красочно люди увидят, как с культурной, национальной точки зрения кухню широко представлена будет. Да. Наша, конечно, задача больше направлена на экономические взаимоотношения по туризму, по экономическим отраслевым моментам, по промышленности. Газотурбинная отрасль будет обсуждаться очень сильно для того, чтобы... Ну, и в Якутии газ добывают, да, поэтому отдельный круглый стол для активизации и усиления вопросов использования газового топлива обсуждаться. Также будет кинофестиваль в Дни Якутии. Мы также разыграем для населения путевку в Якутск, да, в качестве туристического такой и рекламный одновременно ход будет. Будет разыграна путевка в Якутию, будет представлена и ювелирное, конечно, отношение, культуры, эти моменты. Будет очень важный момент, мы обсуждали это с исполняющим обязанности главы, момент обмена опытом по городской среде. Татарстан, ну, Казань непосредственно очень активно занимается вопросами общих городских площадок, где население может пройтись, прогуляться. И в Якутске, ну, если честно говоря, с этим пока очень тяжело обстоят дела, да, даже с ребенком там, погулять с семьей негде. Сейчас в Казани активно это развивается. На этой почве будут обсуждаться вопросы, обмен опытом, как это все использовать, за какие средства и оптимизация этих моментов. Рамиль Габдулбариевич, спасибо за интересный разговор. Желаем вам успехов в дальнейшей работе. Да, благодарю вас. О сотрудничестве Якутии и Татарстана мы говорили с заместителем председателя татарской общины по внешним вопросам Рамилем Закировым. Это было актуальное интервью. Не забывайте носить маски и соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.